Призрак этой мумии, да, она не была шаманкой, это была девушка, тоже опять же несчастная в браке. Эта девушка, значит, опять же... У меня маленькая ходила, да, она вот так лежала. Да, ее выдали, она там лежала. Ее выдали замуж за тоже нелюбимого человека. И этот человек, значит, она не любила его, и, значит, у нее на родине остался тоже любимый человек, и она, значит, через 3 года после того, как, после свадьбы, значит, решила убежать. Убежала из дома, ее догнал свекор. И спросил, почему ты убежала? Мы же богатые люди, хорошо живем, типа, да? А она сказала, что не любит и его сына, и вообще он не мужчина. То есть он не показал мне себе мужчиной. И свекор, значит, решил проверил, оказалось, что девушка была невинная. И через 9 месяцев эта невестка, Абаоз Джурхатова, мужчину звали, значит, эта женщина родила мальчика. Но сама заболела, умерла, мальчик остался сиротой, муж ее тоже умер, значит, его, этого ребенка, отдали на воспитание женщине, которую звали Абдачья, Прос по-якутски. И, значит, от этого мальчика пошел род Апрахимовых. Это, значит, Морокский наследник Меган-Кандарского района. Ну и всегда говорят, что кто-то ее видел, да, кто-то, значит, слышал, как она говорит. И вот однажды случилось так, что в кабинете нашего министра культуры, значит, встретились 2 человека. Женщина, которая срисовывала ее украшения, вот сидя у нас, и мужчина из ее деревни. В этот день она приснилась им обоим. И сказала, идите вот министру, не министру, может, тому, кто может меня, значит, разрешить меня перезахоронить. И вот они как раз встретились в один день, пришли к министру культуры Андрею Савичу Борисову, и тот, значит, решил, что это знак, что надо ее перезахоронить, что она и так была несчастна в жизни, и что теперь ее на всеобщее обозрение выставили. Типа. Ну и решили, приехали сюда, родственники уже там и могилу раскопали, сделали, подготовили, приехали сюда к нам, переночевали, по традиции, да, вместе с ней ее родственники здесь в музее, увезли ее и похоронили на ее родине. Но говорят, что кто-то иногда видит ее, слышит ее, но, слава богу, я ее никогда не видела здесь. Здесь просто были охранники вневедомственной охраны, и все типа увольнялись, потому что привидения видели. Может быть, потому бывает что же сперва вот ее типа видели, а потом рассказывали о том, что лошадь здесь белая ходит на 2-м этаже. Типа. Ну, может быть, да. Сейчас вы будете выходить там в холле, увидите, так как раз этот блогер снял ролик. И как раз этот ролик мы там по телевизору сейчас показываем в холле. Вот, и там наши охранники рассказывают о том, что они видели и что они слышали в нашем. Ну ладно, спасибо большое.